У подножия Бзыбского хребта свое начало берет живописная река Тишта. Здесь очень холодная вода, и поэтому часто над ее долиной стоит белый туман. В 1934 году здесь было открыто знаменитое на всю СССР форелевое хозяйство. В свое время этот красивейший объект обеспечивал свежей форелью все Черноморское побережье Советского Союза. Работа по созданию рыбного хозяйства в промышленных масштабах шла активная. Однако от былой славы осталась лишь малая часть. Пустые пруды, небольшое количество рыбы – вот так сейчас выглядит Чернореченское форелевое хозяйство. Экскурсионному и историческому объекту пришлось пережить тяжелые периоды. Со временем он и вовсе перестал приносить прибыль. Сейчас его производительность составляет всего 5%. Поэтому Министерством сельского хозяйства было принято решение о передаче данного предприятия в Государственный комитет по имуществу для дальнейшего его включения в инвестиционную программу. Объектом заинтересовалась российская компания «Монтера». Здесь уже провели субботник, территорию приводят в порядок. Инвестор не новичок в этом деле. У нас есть уже действующее, знаменитое на всю Россию адлеровское форелевое хозяйство. Это одно из, если не передовое, самое передовое форелевое хозяйство в России, на базе которого мы добываем уже свыше 500 тонн товарной форели. Естественно, у нас замечательный штат, персонал, экспертов, профессионалов. И на базе этого форелевого хозяйства в Адлере мы планируем обучать местных сотрудников и, так скажем, нашу экспертизу из России ее внедрять здесь, на территории Абхазии. На днях специалисты Гудаутского форелевого хозяйства посетили племенной завод «Адлер» с объемом производства 590 тонн и ознакомились, как устроено ведущее российское предприятие аквакультуры. Делегацию возглавила заслуженный рыбовод республики Майя Агарба. Коллеги из Сочи показали все производственные участки, включая инкубатор, племенной цех, товарный участок, озеро для коммерческой рыбалки и даже святая святых – кормовой цех. Форель – рыба привередливая, и экологически чистый корм для нее важное условие роста и развития. От одного хозяйства до другого всего час пути, но разница, как заметила Майя Агарба, колоссальная. Я лично в восторге увидеть вот такое налаженное, я думаю, впредь будет налаживаться. И очень даже, я думаю, совместную мы работу, если проведем, у нас в Абхазии будет тоже один из главных рыбоводческих совхозов. С водоподачей, с этой чисткой воды. В первую очередь, конечно, все благоустроить. У нас температура воды соответствует, если с кормами будет проблемы, и рост будет, и, я думаю, пойдет процесс. Представители инвестора обещают щедро делиться опытом, возродить Чернореченское форелевое хозяйство и вложить не менее 500 миллионов рублей. Развитие будет и со стороны туризма. А сейчас, кроме технических вопросов, серьезно стоит кадровый. Сегодня на предприятии работают 24 человека, а нужно в зависимости от сезона от 50 до 100. В адлерском хозяйстве большой и успешный опыт по подготовке кадров. Сотрудничают с вузами, приглашают на оплачиваемые стажировки. Жители республики, села Адхара и ближайших деревень могут также стать частью новой истории Чернореченского форелеводческого хозяйства. У нас стоит задача в первые 3 года выйти на плановый показатель до 30 тонн товарной рыбы. И возродить былое производство. В первую очередь мы должны провести ревизию текущего производства, для того, чтобы оценить состояние, качество оборудования, технологий и так далее. Затем необходимо подготовить проект реконструкции производства, и далее следовать этому проекту, произвести реконструкцию производства, применяя все последние технологические решения, для того, чтобы на минимальной площади производить максимальное количество форели. Также мы собираемся привлекать тех сотрудников, которые ранее работали на нашем предприятии, и всех желающих, кто захочет получить новую профессию или поработать у нас на форелевом хозяйстве, мы всех ждем. Всех с нуля готовы обучить.
дать новую профессию. Проект по развитию чернореченского форелевого хозяйства также предусматривает повышение туристической привлекательности объекта. Вместе со скальным монастырем это станет частью обязательной туристической программы. Очень важно, чтобы туристы, которые через предприятие будут ходить, или это турмаршрут, вплоть до того, что надо, может, справа, сбоку, то есть нам надо подумать, чтобы оно не мешало основному производству никаким образом. А если в плане туризма, там туристы могли покормить, еще как это у вас организовано, надо посмотреть. Поэтому первый этап — это быстро приведение материально-технической базы для эксплуатации. И потом, я понимаю, это проектирование вообще капитального ремонта и реконструкции всего хозяйства. Дальше мы пытаемся понять, что из себя представляют бассейны второго участка и третьего участка. Они у нас все кустарной растительности и так далее, поэтому определяем тех, кто этой работой будет заниматься, используем местное население, трудоустраиваемых в разовых работах, и мы работаем по очистке от кустарников и так далее, и так далее. После этого мы формируем бюджет. Напоминаю, что у нас взято обязательство вложить до 500 миллионов рублей. Благодаря увеличению объемов продукции и предоставлению дополнительных услуг вырастет туристический поток, который в свою очередь повлечет за собой положительные изменения в жизни населения. Будут созданы новые рабочие места, улучшатся возможности для развития малого и среднего бизнеса. Курорт, например, Красная Поляна, где мы принимаем до 1 миллиона туристов. Естественно, эти гости, которым мы захотим показать Абхазию, захотим показать местные достопримечательности, в том числе форелевое хозяйство. И планируем всех этих гостей и туристов привезти сюда. Мы сегодня запускаем один из маршрутов туристических, и сегодня ожидаем первых туристов, первый автобус, 36 человек, которые приедут из Красной Поляны, из Адлера, захотели посмотреть Абхазию, местные достопримечательности и приедут к нам сюда на территорию. По словам директора чернореченского хозяйства Саида Пиля, адлерские специалисты не раз поддерживали абхазских коллег в тяжелые времена. Всегда руководство искало какие-то средства, возможности, чтобы содержать и само хозяйство, и сотрудников. Очень было тяжело найти корм, но находились те люди, которые помогали. И тот же Адлерское форелевое хозяйство не раз приходило на помощь. Просто, можно сказать, даром давали корма какие-то. Очень было тяжело в то время, и сегодня можете видеть тоже тяжелое время, но благодаря нашим партнерам, нашим друзьям, я думаю, что в самое ближайшее время мы создадим здесь очень большое предприятие. Таким образом, при помощи поддержки инвестора, местных и российских специалистов здесь будет открыто большое успешное предприятие. И к объекту вернется былая слава. Гугуца Вардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.